Вот очень лично, мне самому лично очень интересно узнать ваше мнение про тему, которая может быть не уровня главы республики, но уж, извините, Радик Фаридович, и люди из власти, из муниципальной власти и бизнес-омбудсмен уже успели в ней принять участие. Много наговорили, много, что называется, наобещали, а в итоге... Да, вы поняли, я сейчас говорю про снос гостиницы «Лидо». Тема, которая башкирскую благосферу сейчас очень сильно волнует. Почему так произошло? Какая ваша позиция по этому вопросу? Понятно, что уже ничего не вернешь, снесли гостиницу, но тем не менее. Ну, скажем так, бывают какие-то события в республике, когда я на свою седую голову собираю проклятие. История с «Лидо» примерно так получилась. Сколько проклятий в мой адрес в этой связи было, наверное, трудно сосчитать. Но просто по порядку давайте разберемся. Вот в чем моя позиция. То, что я не высказывался, то, что я не влезал, это целая совокупность причин, которые я сейчас постараюсь объяснить. Первое. Мне было очень любопытно, как же будет действовать УФА, как будут действовать другие структуры, решая эту проблему. Это первое. Мне было любопытно посмотреть, насколько они самостоятельные, автономны, без того, чтобы в любую ситуацию вмешивался глава республики. Это первое. Результат вы видите. Второе, более важное, конечно, наверное, это основа, почему я лично не вмешивался. Значит, я, может быть, кого-то обижу, но как бы я отвечаю за свои слова. Ситуация с «Лидо» гнилая. Вот я по-русски, если чтобы понятно было, она гнилая ситуация. Объясню почему. Там нету рыцарей белого света. Там за это время, пока ее строили, делили, рядили и так далее, там для меня нету рыцарей на белом коне. Там все, значит, каждый в своей доле, в своем участии, значит, совершал и закручивал эту ситуацию в такой неразрешимый комок. Я все стараюсь аккуратнее, как-то деликатнее обойтись. Там нету правых. Виноватые есть. Там мне непонятна роль муниципалитета того времени, когда это все строилось, и так далее. Это вот первая история. Там, в моем понимании, как это говорят, вот защитить честный бизнес, я там не видел вот истории, чтобы я вмешался защищать честный бизнес. Это первое. Но мою позицию по поводу того, что я готов броситься защищать бизнес, наверное, она так вот все-таки я его наглядно продемонстрировал и доказал за этот период моей работы. Это вот первое. Второе. Значит, когда я уже начал разбираться в документах, ситуация патовая. Но вот как можно пытаться остановить этот процесс? У меня был соблазн собрать и попытаться сказать, давайте вот все-таки вернемся к первоначальному. Но это невозможно чисто с технологической, конструкционной точки зрения, потому что объект сделан таким образом, что практически привести его в соответствие с ГОСТом, стандартам и так далее, строительным нормам, его невозможно. То есть он был опасен? Скажем так, потенциально, вот для того, чтобы кто-то подписал, вот, никто этого делать не будет, потому что что-то случилось, человек сядет в тюрьму лет на 10. Поэтому это было абсолютно невозможно. Второе. Мне всегда тоже это было любопытно. Решение было принято в 2016 году о том, что... Решение суда о том, что сносить. Мне всегда было любопытно. Думаю, а вот там деятели, которые это все затеяли, вот на дворе 22 год, я говорю, было время там разобраться и так далее. Потому что, опять же, там клубок, где нету рыцарей на белых конях. Поэтому я вот тоже вот так отодвинулся этой истории, подчеркиваю, по первой моей характеристике, и думаю, вот вы разбираетесь. А дальше пошло, я считаю, что здесь прямая недоработка информационного блока. Никто предметно, ясно людям не объяснил. Это первая история. Так, да. Что там происходит. Второе, что, как правило, на любой ситуации подобного рода, значит, найдется масса умельцев, которые захотят, говоря новомодным словом, похайповать. Там, по-моему... Только лениво я даже не перечислю. Только лениво не отметился. Я даже не перечислю, кого не было из тех людей, которые любят этим заниматься, и тех там, оппозиционных политических сил и так далее. Вот их только там, ну, по-моему, все там отметились. Третье. Самое, что меня не понравилось, откровенно говоря, смутило,
в победе, ну уж я откровенно могу сказать, я так, в общем-то, не стесняюсь критиковать моих коллег, когда уполномоченный по делам предпринимателей дал шанс и надежду. Ну, знаете, всегда принято за свои слова отвечать. Если ты дал надежду, ты должен, как серьезный человек, ну, наверное, быть осмысленным. И ведь там шансов не было в некотором смысле. Поэтому вот когда людям обещают, вот так вот вперед-назад, 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 мне кажется, это было неправильно. Поэтому Осадок остался. осадок остался неприятный. И еще раз говорю, я ради такого дешевого хайпа там не бросился защищать это Ледо, потому что я не понимал, кого там защищать. Я готов броситься защищать, но я не понимал, кого защищать. Да, вопрос судьбы именно этого участка, потому что слухи говорят о том, что, да, во-первых, детям негде тренироваться, дети ущемлены, сезон И якобы подготовки. собираются строить очередной жилой И комплекс. опять, на этом месте. да, построить высотки, свечи и заработать деньги. Нет, а вот здесь вот уже как раз то, что в наших руках. Строить там высотку мы не будем.